Салам алейкум. Салам тебе и всем друзьям, ведь к нам пришел Навруз, Байрам. Мы рады приветствовать вас в этом гостеприимном зале, дорогие друзья. Ну что ж, друзья, наконец-то настал один из самых старинных праздников весны – Навруз. Мы все знаем, что приход этой замечательной цветущей поры приносит с собой много солнца, радости, тепла и ощущения любви и нежности. Так пусть же приближение Навруза окажется большим праздником, открытием новых возможностей и успешных начинаний. На чувашскую землю тепло приходит с опозданием, но это нисколько не мешает нам собраться большой, дружной, многонациональной семьей, объединиться одним общим праздником и разделить эту радость на всех. Итак, друзья, слово предоставляется главе Чувашской Республики Олегу Алексеевичу Николаеву. Добрый день, дорогие друзья. На самом деле, очень приятно приветствовать на сегодняшнем замечательном празднике. Празднике очень далеко уходящем во времена нашего бытия. Ну и, конечно же, очень здорово, что мы чтим эти традиции и может быть, где-то и вспоминаем какие-то элементы этих традиций. И тем самым мы вместе, разные народы, имеем возможность организовать и вместе порадоваться этому замечательному празднику. Только помня традиции, только живя в согласии с этими традициями, тем самым показывая разнообразие культур наших народов, мы сможем, конечно же, с одной стороны, сохраняя память, быть сильными, а самое главное, таким образом мы будем однозначно способны решать те задачи, которые возникают в нашей повседневной жизнедеятельности. А мы с вами знаем, к сожалению, наша многонациональная страна, Россия, постоянно подвергается внешним нападкам. Пытаются исказить историю, которая у нас общая. Пытаются повлиять на ход нынешних событий. И здесь, только держась вместе, соблюдая те традиции, которые нам передали деды, мы сможем, с одной стороны, победить те трудности, пережить их, а самое главное, уверенно двигаться вперед. С праздником, дорогие друзья! Спасибо, уважаемый Олег Алексеевич. Просим вас пройти на свое место в зрительном зале. Ну что ж, друзья, с поздравлением и пожеланиями плодородного и хлебосольного Нового года на сцене наши артисты. Туркменский хореографический ансамбль «Назинин» Чувашского государственного педагогического университета имени Ивана Яковлева. Танец «Их-и-мыл». Руководитель Шахноза Шамурадова. Встречаем бурными аплодисментами.
замечательным талантливым девушкам. Я думаю, многие из вас согласятся с тем, что синие наряды этих красавиц напомнили всем о том, что сегодня синее и по-настоящему безоблачное небо, а улыбка этих девчонок напомнила всем весеннее солнышко, которое уже начинает нас всех пригревать. Слово предоставляется депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, председателю Совета Ассамблеи народов Чувашии Леониду Ильичу Черкесову. Уважаемый Олег Алексеевич, уважаемая Наталья Алексеевна, дорогие друзья, примите самые искренние поздравления с этим значимым, великим праздником. С праздником, друзья! Олег Алексеевич уже отметил, что корни этого праздника идут далеко в историю. Этот праздник объединяет народы исторически, культурно. И мы говорим, что это праздник весны, праздник душевного обновления. Ну и, конечно же, праздник здоровья, благополучия и нашего единения. И сегодня я благодарен, в первую очередь, Олегу Алексеевичу, что он приехал на этот праздник, вдохновил всех нас. И, конечно же, Дом дружбы народов существует, развивается, и много таких национальных праздников здесь, в этом прекрасном здании культуры проводится. Ну, благодарен сегодня организаторам. Вот искренне я хочу сказать вам спасибо, потому что не только вы сами, как руководители, пришли на этот праздник, а много ваших соотечественников, которые проживают на территории города Чебоксары Чувашской Республики, пришли на этот праздник. И, конечно же, этот праздник в первую очередь важен для наших детей, внуков. Они должны знать свои корни, свою историю, почитать старших, уважать традиции, культуру своего народа. Мы, конечно, благодарны президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, что Владимир Владимирович в нашей стране мирно, он создает все, чтобы мирно существовали многие народы и национальности. Я также благодарен Олегу Алексеевичу, что у нас 126 народов и национальностей нашей Чувашской Республики в дружбе, согласии, в мире живут на территории нашей республики и чувствуют себя комфортно, и чувствуют себя чуваши как второй родину, ощущают Чувашию. И, конечно же, я тоже, вот то, что спокойствие у нас есть в Чувашии, благодарен руководителям национально-культурных автономий, спасибо вам. Ну и, конечно же, сегодняшний праздник, он, я еще раз, наверное, повторюсь, скажу, объединяет всех нас. И здесь присутствует, наверное, много-много хотели еще прийти на этот праздник. У нас у каждого национальной культурной автономии есть свои здесь центры, где они могут остановиться. Я думаю, что этот праздник еще долго-долго продолжится. С праздником, дорогие друзья! Желаем здоровья! У нас есть очень приятная миссия. Леонид Ильич, благодарственное письмо вручается Азизу Магеррамовичу Бадирову, председателю Лиги азербайджанцев Чувашской Республики, за личный вклад и укрепление межнациональных отношений, дружбы и согласия между народами Чувашской Республики. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, председатель Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории Чувашской Республики Леонид Ильич Черкесов. Ну что ж, а мы на сцену приглашаем Азизу Магеррамоглы. Вам слово. Давайте, друзья, поддержим его аплодисментами. Уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые друзья, гости, земляки. На самом деле сегодня я не хочу долго говорить историю этого праздника. Это, наверное, все ознакомились, знают, не хочу ваше время тратить.
Но хочу единственное, что этот праздник для нас, для нашего народа, для многих народов, многих государств, которые сегодня отмечают как государственный праздник. Его история идет далеко-далеко тысячелетиями, которые даже Россия в 1700-х годах до этого отмечал этот праздник. Но она не называлась Новруз, но тот же самый праздник 21-22 числа. Азербайджан, вы знаете, при Советском Союзе ряд праздников, в том числе Новруз-Байрам, запрещалось. Но несмотря на это, каждой семье этот день отмечалось круги семьи. Я хочу только в одном. Я хочу поблагодарить Олег Алексеевич вас, ваше правительство, Чувашской республики, что создали нам прекрасные условия. Мы не зависим от того, что мы живем далеко от исторической родины, но у нас есть такая возможность, чтобы не забыть свои обычаи и отмечать свои прекрасные праздники. Новруз – это не только просто так праздник. Новруз – это новый день. То есть мы с сегодняшнего дня начинаем новый день. Мы прекрасно знаем, знаете, глаза моргнешь, и время придет. Скоро в России будут политические такое ключевые события. Это выборы Государственной Думы, Госсовета. Мы, граждане России, жители Чувашской Республики, я обращаюсь к всем автономным объединениям. Мы должны, как сказать, правильно делать вывод, если мы хотим мирно существовать, если мы хотим, у нас экономика, чтобы поднялась, экономика Чувашской Республики, если прекрасно, экономика России, если прекрасно, значит и нам хорошо. Представьте себе, я когда в кабинет захожу, хоть на хозяйстве, хоть здесь, первым делом я смотрю, значит, нефть сколько стоит. Потому что, значит, и Азербайджан, и Россия, мы зависим от него в каком-то мере. Но сегодня в Чувашской Республике нет ни нефти, ни газа. Но самое главное, у нас есть люди, которые трудятся и не боятся трудиться, и создают, на самом деле, вот такое условие, которое, значит, мы не отстаем от тех, которые, значит, у них имеются эти богатства, природные богатства. Но еще раз, мне вот поручили мои, значит, руководители диаспоры, чтобы от них я выступал, поздравил. Я хочу поздравить, Олег Алексеевич, вас, значит, ну, всех нас, этим великим праздником, прекрасным праздником. Я хочу, чтобы у нас в Чувашии было всегда мир, всегда мы друг друга ценили, всегда друг другу помогали. Если будем помогать друг другу, иногда вот человек падает, думает пьяный, но он не пьяный, его сердце болит, надо поднимать его. Но, к сожалению, вот есть у нас такие люди. Чтобы этого не было. Еще раз с праздником, я вас всех обнимаю. Дай Бог здоровья. Удачи. По обычаю, значит, Новруза обычно преподносится, значит, подарок уважаемым людям, значит, гостям. В данном случае здесь я не хочу, я все равно, значит, я считаю, что здесь просто те, которые проводят Новруз-Байрам, значит, это хозяева, а остальные все гости. Значит, в данном случае я обязан этого сделать, потому что это наше обычай. Мы преподносим, значит, подарок самому уважаемому человеку, который, значит, сидит в этом зале. Я сейчас не как глава республики говорю, что глава республики, значит,
Я хочу просто, значит, человека, который он меня плохо знает, но я вот давно знаю. Дело в том, что когда он замминистра экономики работы, я был у него связанный подписание соглашения между Азербайджаном и Чувашской республикой. По-моему, вы помните. Он мне, спасибо вам, помогли, но, к сожалению, получилось так, что до конца не довели. Потому что Азербайджан такая республика, которая стоит себе соглашение подписать, и с этим, значит, Чувашия только выиграли, Азербайджан тоже. Вот я хочу преподносить вам вот этот подарок. Ну что ж, большое спасибо за это трогательное и искреннее поздравление, друзья. Давайте хотим его аплодисментами. Ну а мы приглашаем на нашу сцену председателя Узбекского культурного центра Абдували Махмудовича Ергашева. Под ваши аплодисменты, друзья. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич, уважаемая Наталья Алексеевна, уважаемые друзья. Я всех рад видеть на нашем празднике. Мы уже много лет говорим, это великолепный праздник, это деревний праздник, на самом деле так. И на самом деле вот всегда говорим, в Чувашской земле всегда тихо, мирно, спокойно, никаких межнациональных, межконфессиональных споров нет. Вот это проведение нашего праздника, вот это является показателем положительного характера. Я только вас поздравляю с этим международным праздником Навруз. Здоровья, счастья, успеха вам всем. Спасибо большое. Спасибо огромное за добрые слова. А на сцене хореографический ансамбль «Дети гор» Чечено-Ингушского культурного центра «Война», азербайджанский танец. Руководитель Висраил Хаманаев. Встречаем аплодисментами. Друзья, ваши аплодисменты этому замечательному танцу. Ну что ж, с каждым мгновением мы все больше проникаемся осознанием того, что Навруз — это удивительный праздник, который делает нашу жизнь светлее и теплее. И с каждым мгновением мы все больше переисполняемся энергией весны и самым хорошим настроением.
И, конечно, очень символично и отрадно, что сегодня на этом празднике важное место занимают дети. Ведь преемственность поколений превыше всего. В детях наше будущее. Дорогие друзья, мы приглашаем на эту сцену самых маленьких артистов. Итак, друзья, встречайте юные артисты, сестрички-узбечки Ергашева, маленькие активисты Узбекского культурного центра, естественно, с узбекским танцем. Ваши бурные аплодисменты! Как тебе? Наши юные артисты сестрички Узбечки Ергашевы. Друзья, бурные аплодисменты, потому что уровень мелоды просто зашкаливает. Огромное спасибо этим очаровательным девушкам за этот незабываемый танец. Молодцы! Сестрички Узбечки! Друзья, давайте искупаем их в овациях, они это заслужили. Девочки, огромное вам спасибо за этот замечательный танец. Ну а наша программа продолжается, и на сцену приглашается фольклорный ансамбль «Равные просторы» ДК тракторостроителей. Руководитель Людмила Кондратьева. Гуляла,
родные просторы. За это незабываемое выступление, оно у них еще не закончилось. Ну что, друзья, ваши аплодисменты достойны награды за это замечательное выступление. Это был ансамбль «Родные просторы», строители, руководитель Людмила Кондратьева. Перед вами активисты общества дружбы народов Чувашии Сирии Аль-Шам. Арабская песня «Насам Алина Аль-Хауа». Повеял легкий ветерок из репертуара «Файрус». Поют Шахадех Сухаиб и Азиз Марина. На музыкальном инструменте уд играет Захра Яхам. Пианино Али Муса. Поддержим бурными аплодисментами. Садись.